кишечник. Это толстый кишечник, мусоропровод. Это тонкий кишечник. Отсюда полуфабрикат, пища поступает сюда, в печень. Печень перерабатывает, силь крепся, дает сердцу. Сердце качает по всему телу. Если сравнить с краном, если вода грязная, осадки дает все раз. Я 2000 рублей вскрывал, или заведующий отдельный режим. А когда здесь хорошо чистить, все проблемы решаются. Второй фильтр – почка. Если почка плохо работает, значит у человека что бывает? Поясница болит, суставы болят, зависимо от почки. Поэтому я сейчас даже вот этот шланг принес, чтобы показать. Вот это как толстый кишечник. Вот, я сейчас всех врачей слушал, всех, ни один врач не рекомендует очистительный клизму. Я уже 30 лет ищу свой кишечник, когда плохо, иногда 3 раза в день делаю клизму. Вот это наш толстый кишечник. Сюда приходит калиевая масса, останавливается, дальше не идет, в вздоте будет. В вздоте будет повышаться давление, нарушение ритма. Один раз прочистишь, клизму сделаешь, все, газы это входит, у человека все нормально. А поэтому что надо? Надо учить людей быть здоровыми. А если так, я буду говорить, давай приходи, буду надеяться на врача, ничего не будет. На днях я зашел на рынок, одна женщина увидела, я герой, это врач-герой. Дайте вашу визитку. А какие болезни вы лечите? Я говорю, я никого не лечу, я учу быть здоровым. Вас научу, будете делать, будете долго жить. А сейчас все надеются, врач будет лечить. Ко мне придет, я консультирую, вот, например, час-полтора, и уходите. Если будете выполнять, вы гарантированно будете здоровы. Вот, А с чего нужно начинать? вот смотрите, вот отсюда возьмем, рак излечим, да? Да. Сейчас ошибки нашей медицины в чем заключаются? Говорят, рак неизлечим, код ставят, если человек как услышит, готовится к смерти, себя подготовить к смерти. Это подсознание. Так, когда он начинает сам работать, выздоравливается. Вот сейчас женщина, которая из Дагестана, интервью на моем канале есть, так, она сказала, сначала у меня сознание очистилось. Я ее гипноз сделал, говорю, что ты выздоровеешься, все нормально, потом прости методику. В чем заключается наша методика? Первое лекарство – это вода. Вода дороже золота. Надо воду пить утром, как простули, пол-литра воды. Пол-литра с Да, утра? потому что вы утром мочитесь уже пол-литра. Через дыхательные пути, через 8% воды, которая уходит от состава крови, уже появляется, ну, инфаркт, инсульт, вот это период. А какую воду надо пить? Кипяченую? Не, с утра теплую воду, ну, надо посмотреть, где какой вода. Я иногда привожу, я когда был учеником, ходил на кладбище, вода нету, сильно хочется пить. Вот такой круг получается, там вода грязная. Я вот свой чапан вот так через него пил, чтобы не умер без воды. Понимаете? Вода нужна каждому человеку. Сейчас я разработал систему, я 18 лет был при мне. Путин написал, что мою методику внедрить в школьные скамейки. Так, почему школьники? Когда ученики будут знать, сколько надо воду пить, как пить, они долго будут жить. Вот у вас камень в почках, убирает операция, опять появляется, потому что первопричины не работают. Если каждые 2 часа человек воду пьет, нормальная циркуляция, камень не образуется. Я как врач-кардиолог, я 10 лет возглавил отделение реанимации. Раньше Вадим назначал антикоагулянты, те препараты, которые разжижают кровь. А сейчас я говорю, каждый час пей воду. Первое лекарство, которое разбавит, это вода. Простые вещи. Когда люди будут знать, выполнять все. Вот вчера зашел в аптеку, одна женщина, ну, хромая, еле ходит, написали на 3000 препаратов. А я говорю, я могу вот эту женщину рекомендовать всего за 200 рублей, она будет здорова. Что нужно делать? Я говорю, воду пить, соду. Возьмет чайную ложку соды на 200 мл воды, пить 10-15 дней. Я когда работал в реанимации, больных тяжелые доставили без сознания. Мы делали анализ КШР, кислотно-щелочное равновесие. И сразу капельницу поставили. Через час-полтора приходит в себя. На умывалке я с ним дружил, там наши фотографии есть тоже. Он тоже всем рекомендовал соду пить. Сода
Даже когда кашляешь, сахар снижается. Много проблем. Один простой вещь, сколько стоит сода? 80 рублей. Ну да. Можно лечить. Да. Вот содой. Так, дальше. Вообще на первый план это воздух. Дыхание, потом вода. Человек рождается, делает вдох, когда умирает, выдох. Между одним вдохом и выдохом один день живет кто-то 150-200 лет. Я когда космонавтов лечил, они меня познакомились с их свидетельством, он мне подарил свой книгу. Когда человек умирает, его душа поднимается на высоте 100 тысяч километров. Есть зона мертвых душ. Вот сейчас вы нажимаете, смотрите Москва. Так, Душанбе, Ташкент, да, через спутники. И мертвые люди, их энергия находится наверху. Они периодически будут себя с своим родственником. Поэтому, кто когда был ковид, я ни разу маску не взял. Даже для смеха скажу, что больного, который с ковидом пошел поцеловал, она выздоровелась. В реанимации лежит, вот не подходите, у меня ковид, капельница. Я говорю, ничего страшного нет. Я маску снимал, его поцеловал, она каждый час звонит. Доктор заболел. Это код ставили. Много от страха умерли. Понимаете? Ну, это да. Вот потому что медицина не знает, это от вреда маска много людей болеют другим болезням. Воздух обратно поступает, микроб накапливается и друг друга вот так смотрят. Опять для смеха скажу, Ленинабад такой город есть, Хаджи. У меня там фитоаптека есть. В 2019 году я заходил, я без маски хожу. Все в масках друг друга вот так смотрят. Говорят, хорошо, что один без маски. И 3 милиционера меня остановили. Сказали, доктор, скажи, в Хадженте вирус есть? Пришел. Я говорю, вы увидели? Он говорит, нет. Я говорю, он сверху смотрит, у кого маска, прямо ударит, он умрет. Они сразу свои маски убирали. Потому что это действие слова надо говорить. А дыхание есть какая-то Сейчас система покажу. дыхания? 6 тысяч вирусов постоянно курируются. Каждый год будет вот это разные вирусные заболевания. И когда людей начинают пугать, и много болезней. Первый это вдох, задержать до 15 секунд дыхания, полный выдох и не дышать, закрыть нос. Метод Бутейка. Много проблем решается. Я гипертоник, давление 200 поднимается. Я вот это упражнение делаю, давление снижается, успокаивается, сахар снижается. Второй Стрельникова, вот. Ну, остальные я там покажу. Здесь, потому что надо. Ну, еще один, скажу, один защитил докторский диссертацию, стал доктор меднаук, что делал? Гипертоник взял 100 человека до упражнения, после упражнения. Вот. Вдох, до усталости рука держит, а потом полностью выдох. Простые методики. Надо людей учить школьной скамейке, чтобы они знали, себя берегли. А если не будут знать, много-много проблем будет. В Таджикистане до скольки лет вот живут? В общем, смотрите, сейчас, конечно, вот эта статистика где-то неверна тоже, я мало верю тоже в этих статистиках. Сейчас в России, например, говорят, женщине 74 где-то. Но у нас люди некоторые есть долгожители. Вот, например, в прошлом году, который работал в Верховном Совете, Назирамо Зарипова, 100 лет отметили. Я с ней поздоровался, говорю, нажми мои руки. Я говорю, еще 20 лет у тебя впереди есть. Давай постарайся. Потому что, когда человек себя настраивает, он будет долго жить. Я в 1982 году учился в Питере, курс психотерапии. Либих Сергей Сергеевич, который написал женскую психопатологию, у нас человек так, 30 группы были. Ввел нас в состояние гипноза и поставили монету пятикопеечную. Он узнал, что это жжённый. Через 15 минут здесь у этого врача появился ожог второй степени. Словами можно смерть предотвратить, словами можно мертвых оживить. Вот иногда я прихожу вот в этой книжке, он ректор в Астане был, старик, 80 лет, ну, сказали, тяжелый, он умирает, я пошел его консультировать. Через 3 месяца он про меня пишет стихи, потому что он говорит, все, я поженил туда, хадж был, все, готовится к смерти. Я говорю, поменяй свой код.
Ты 100 лет будешь жить, надо работать, двигаться, активизировать. Вот я на днях у вас московские долголетие организовали это хорошо. Я им проводил вот мои тренинги. Ну, они одни живут, одинокие. Им скучно, не с кем разговаривать. В марте я в Питере больных принимал, 85 лет, старик говорит, неинтересно жить, не с кем общаться. Поэтому сейчас Москва организовала. Я в Уфе был, они организовали клуб «Активный долголетний». Вот когда-то я идею подавал Дом культуры в ВДНХ, организовали клуб кому за 70 лет. Они каждую неделю один раз собирались, между собой общались, поженились и живут дольше. Одинаковые люди скучно, они быстро умирают. Я потому что когда работал в реанимацию, ну, больной выписываем, через неделю опять поступает, ему плохо. А потом я анализировал. И прямо в больнице 13 человек я поженил. Одна женщина пришла ко мне, говорит, доктор, смотрите, за мной 3 мужика ухаживают. За кого мне выходить замуж? Я говорю, вот это молодой человек, у вас хорошая фигура, хочет с вами один ночь побывать. Второй, значит, у него квартиры нет, у вас квартира есть. У третьего жена умер, квартира есть, у вас тоже такое. В общем, я добро делали свадьбу, 2 года они больше в больнице не пошли. Решился проблему. Поняли, да? Иногда вот некоторые проблемы решаются. Но дальше, по моей методике, мы сказали о воде, о дыхании, да, поняли? Комплекс упражнений при глазах. Вот это, конечно, в интернетах много есть, но у меня дополнительно 2-3 мои методики есть. Ну, 1 минут вверх, 1 минут налево, вниз, направо, потом мигать до 100 раз, потом светофор. Потом по часовой стрелке вот так надо крутить, потом наоборот крутить глаза. Так, потом вот убила точку, вот так поставить, опять пробу сделать. Под руками вы чувствуете, как все группы мышц сокращаются. Так, дальше один руку сюда, затылочный центр сзади находится. Вот сильно надавай. 1 минут держать, потом открываем. Потом вот так. Вот это упражнение надо сделать. То, что я разработал, у нас в Памире есть родник АВЧ называется. Со всего мира люди приезжают с глазными заболеваниями. Там заходят внутри это, так скажем, ну ванна. Открытыми глазами они стоят 3-5 минут. Восстанавливается зрение. Я сейчас в течение более 15 лет людей учу, каждые 2 часа взять воду, открытыми глазами вот так держать. Вода заходит, сухость проходит, зрение восстанавливается. Если дерево не поступает вода, высохнет. Человека тоже так. Ну, кому время есть свободно, я говорю, дома приходите, тазик поставьте и глаза открытыми держите 3-5 минут. Абсолютно. Все это что нужно, надо учить. А когда мы болеем, потом эту клинику пойдем, туда пойдем, операция делать, много проблем не решается. Я лично 2 раза принес клинический смерть. Сотрясение мозга, малярия, пилонефрит, все тяжелые болезни. Поэтому я благодаря своим знаниям я живу, радуюсь. И у меня сейчас маленький санаторий в Таджикистане на 30 коек. Я с 21 марта там нахожусь до октября месяца. Ну, 10 дней принимают 30 человек, я с ними каждый день по горам, по ущельям, танцуем, песни пьем, вот это все. И это люди получают знания, восстанавливают свое здоровье. И я там набираю энергию, здоровье, здесь расходуюсь. Обмен энергиями. Все, спасибо большое. Так, по травам сказать или потом там? Потом уже там.